Здравствуйте! В эфире программа «Вести интервью». Гость в нашей студии сегодня – директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. Ирина Петровна, здравствуйте! Здравствуйте. Ирина Петровна, Чувашский национальный музей с проектом «Вышитая карта» в 2022 году стоял на лидирующих позициях по новостной повестке. Скажите, такая тенденция сохранится в 2023? Я очень надеюсь, что интерес к карте не угаснет. Честно говоря, когда я просматриваю новостную ленту, даже ВКонтакте, получается, что ежедневно какая-нибудь новость появляется, это, что очень приятно. Интерес мы хотим удержать, поскольку так получилось, что проект свое развитие получил. Он, видимо, настолько всем понравился, что регионы решили вышить свои карты у каждого региона. И к нам пришла идея, что почему бы нам эти все карты регионов не собрать вместе. И таким образом у нас родилась идея фестиваля вышитых карт регионов. В августе ждем все карты в гости к нам. И будем надеяться, что мы увидим еще более развернутую картину этнографического наследия, этнокультурного наследия регионов. Я думаю, что это будет очень интересно. А каким будет фестиваль? Расскажите немного поподробнее. Мы предполагаем, что это будет обязательно выставка, где будут представлены вышитые карты регионов. Приедут мастера, которые еще больше нам расскажут о своих региональных особенностях вышивки, что для нас будет это очень интересно. Кроме этого, мы предполагаем, что в течение фестиваля будут различные мастер-классы. Российский этнографический музей к нам приезжает большими десантом, можно сказать. Специалисты приедут, которые проведут здесь курсы лекции по орнаментике, о том, как можно народную культуру использовать сейчас в современных изделиях, дизайна, моды, сувенирных продукции. Даже будет в форме курсов повышения квалификации. Конечно же, будут и открытые лектории, и открытые мастер-классы. Думаем, какой вышивке еще нам показать и научить наших посетителей, чтобы такое представление о вышивке оно было еще шире. И техники, которыми владеют наши мастера, стали более разнообразными. В начале весны была еще одна интересная новость. Чувашский национальный музей создает фонд целевого капитала. Расскажите, пожалуйста, что это такое и как это работает? Да, мы объявили о том, что мы создаем фонд целевого капитала. На сегодняшний день устав проходит стадию регистрации. Наверное, да, действительно нужно сказать, что такое целевой капитал. Есть российский закон о том, как регулировать отношения при создании фонда целевого капитала. Что такое целевой капитал? Это капитал, который собирается, но не тратится полностью. А тратятся только ежегодные доходы от того, что этот собранный капитал, как мы его называем, тело капитала, оно будет инвестироваться в различные проекты. Это специализированная управляющая компания этим будет заниматься, а музей будет использовать, вернее фонд, который управляет этим капиталом, будет использовать ежегодные доходы от инвестирования этих средств. Мы назвали фонд «Прокопий». Я очень надеюсь, что у всех уже ассоциация с нашим знаменитым купцом Ефремовым. Очень надеемся на эту ассоциацию, почему именно фонд «Прокопий»? Потому что образ купца Ефремова, он в нашем сообществе определяется как человека, во-первых, успешного предпринимателя, и, во-вторых, человека, который достаточно много занимался благотворительностью. Он строил и церкви, помогал, содержал церкви, направлял свои деньги на содержание учениц. Ежегодно стипендиями не менее 10 человек им были обеспечены. Одна из самых знаменитых, наверное, его стипендиатов – это Ольга Рзем, знаменитая наша актриса. Поэтому я думаю, что это такой интересный образ для подражания, и поэтому у нас фонд называется «Прокопий». На что мы будем направлять наши средства, доходы от фонда целевого капитала?
Конечно же, это развитие вышивки, народной культуры. Очень хочется поддержать тех молодых людей, которые занимаются в креативных индустриях и при этом используют культурное наследие в тех же самых фильмах при создании различных современных изделий, при создании медиа, аудио, да, вот их хочется поддержать. Ну и, конечно же, мы будем направлять на то, чтобы поддержать учениц Национальной школы вышивки. Знаете, наверное, у нас уже 3 выпуска вот сейчас еще учатся у нас ученицы. И, конечно же, на сохранение вышивки. Мы знаем, что время неумолимо уносит все свидетельства прошлых лет, культуры, вышитых изделий 18, 19, даже 20 века становится все меньше и меньше, и мы будем их искать, на эти средства закупать, то есть полностью все направления, которые связаны с сохранением, с развитием национального нашего достояния. А как вообще пришла идея создать такой фонд? Ведь в регионах такая практика, как я знаю, не развита. Музейных эндаументов в России сейчас не очень много. Это прежде всего, конечно же, крупные федеральные музеи, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея. Вот. Из региональных музеев пока создано только 4 фонда эндаумента, и то за Уралом, можно сказать, да, не в европейской части. И сейчас вот идет процесс создания еще 3 эндаументов, поскольку мы все 3 представители всех 3 музеев обучаемся в Сколково по специальной программе. Финансирует наше обучение фонд Потанина. И это тоже было не просто так. Фонд Потанина проводил конкурс на выделение грантов и на обучение, и на проведение проекта, на реализацию проекта. Наш проект называется «Про музей и эндаумент». Но эндаумент – это еще другое название целевого капитала. Получилось так, что мы выиграли конкурс и сейчас этим занимаемся. С 2019 года у нас, конечно, идет разговор о создании фонда. Представитель Чувашского национального музея, ученый-секретарь Татьяна Давыдова первая прошла обучение по этой программе. Следующий этап – это вот я получила этот грант на обучение. И сейчас вот мы подходим к финишной прямой по созданию фонда, ну и к началу, к старту деятельности нашего фонда. А скажите, фонд будет финансироваться из бюджета или вы сами зарабатываете на оказании услуг? Ну, бюджет финансирует деятельность самого музея, вот, его уставную деятельность. И кроме этого есть, конечно, гранты главы нашего, которые тоже позволяют нам делать различные интересные проекты. Но вот вся история существования музеев говорит о том, что очень много общества помогало музеям существовать. Да и многие коллекции, и вот даже историю Третьяковки, если взять, да, в основе, да и Эрмитажа того же, да, в основе, в начале коллекции, в основе коллекции музея всегда лежит личный меценатский вклад. Поэтому здесь вот эта вот практика помощи сообщества для сохранения культурного наследия, вот эту идею как раз и поддерживает целевой капитал. Если взять историю самого музея, вот мы существуем уже более 100 лет, 102 года нам в этом году исполнилось. Более подробно изучая историю нашего музея, мы знаем, что в самом начале создания сама коллекция тоже собиралась всем народом. И вот в начале деятельности самого музея было целое явление, вот, говоря современным языком, целая акция сбора средств для Чувашского национального музея. Он, конечно, тогда назывался по-другому, Центральный музей, Чувашский центральный музей. Вот. И собирали средства, проводили концерты, какие-то слушания, воскресники, да. Вот. Были письма отправлены даже за пределы республики, и мы сами вообще очень удивились, что таким образом было собрано по тем деньгам 27 миллионов. То есть это огромная сумма. То есть музей в своей истории проходил этот уже этап. По большому счету мы занимаемся возрождением традиций поддержки общества. И я думаю, что мы даем возможность каждому
быть сопричастным, быть соучастником в деле сохранения культурного наследия нашего народа. Получается, каждый может стать участником фонда, как я понимаю. Конечно, а на да. каких условиях? Нужно просто вложить деньги, перечислить. Мы не ограничиваем объемы, да, то есть даже те 100 рублей можно перечислить, и эти 100 рублей будут работать вечно на сохранение культурного наследия. Вот, в ближайшее время, когда уже устав будет зарегистрирован, мы откроем счета и всем уже расскажем, на какие счета можно будет перечислить деньги для того, чтобы фонд существовал. По закону мы должны в течение 1,5 лет собрать 3 миллиона. Нам очень хочется, что к концу года чтобы они у нас были. И вот тогда мы уже конкретно регистрируем целевой капитал и отдаем его на управление. И вот к концу следующего года у нас уже будет первый доход, который как раз очень надеюсь, что к Дню чувашской вышивки, и мы найдем возможность поощрить лучших представителей народных мастеров. По крайней мере, вот у нас в ближайшем будущем вот такие вот планы. Ирина Петровна, еще такой вопрос. А кем и как будет управляться фонд? У фонда есть директор, да, он уже назначен. У нас как раз вот Татьяна Давыдова будет директором фонда. Кроме этого, будет попечительский совет, состав его уже формируется. Получено согласие директора Российского этнографического музея Юлии Аркадьевны Купиной, которая будет председателем попечительского совета. Вот. И очень надеюсь, что мы в ближайшее время встретимся и обговорим, каким образом дальше будет наш фонд создаваться, формироваться и развиваться. Здорово. А какие еще планы на 2023 год у Чувашского национального музея? Мы, конечно же, продолжаем работать над развитием музея чувашской вышивки. В этом году, вот в апреле, заканчивается обучение этого года. А на следующий год, с 1 октября, начинается еще один учебный год Национальной школы вышивки. И я приглашаю всех, кто хочет обучиться тайнам чувашской вышивки. Кроме этого, вот во время занятий мы же не только обучаем мастерству, да, ремеслу, мы еще и рассказываем. У нас на каждом занятии проходят теоретические знания, лекции и практические занятия. Мы стараемся приглашать лучших специалистов республики, чтобы дать лучшие знания нашим ученицам. Наши выпускники очень довольны, что у нас есть и теория, и практика. Часть из них уже ведет свои кружки в школах, потому что у нас были учителя, которые обучались мастерству, они уже открывают свои кружки, ведут занятия, поэтому дело распространения знаний по чувашской вышивке, оно будет продолжаться. И вот мы готовимся, конечно же, к Дню чувашской вышивки. То есть эта работа, она будет продолжена. Если говорить о самом музее, совершенно недавно мы зарегистрировались как туроператоры. Вот. И это еще одно большое направление. Будем развиваться, будем развивать туризм в республике, поскольку у музеев есть этот потенциал. И мы просто для создания маршрута получаем большие права, чем мы сейчас этим занимаемся, принимаем туркомпании, экскурсии проводим, но у нас будет чуть больше прав, ну и, конечно же, и ответственность. Вот. И вот это еще одно большое направление, в котором музею предстоит развиваться. И вообще хочется сказать, что в последнее время, конечно, музей вышел за пределы республики. И по большому счету мы формируем в какой-то степени имидж нашей республики, что мы можем делать такой вклад в нашу республику. Нам, конечно, это очень приятно. Ирина Петровна, спасибо вам большое за беседу.